Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум, я салам маршалду, войновчик Оми. А также я приветствую всех свободолюбивых народов нашего мира. Желаю вам счастья, мира и добра. На днях президент Украины Зеленский во время интервью американскому журналисту сделал заявление по поводу тех страшных событий, которые совершили военные тяжкие преступления российское руководство и российские войска на территории Чеченской Республики Ичкерия над ни в чем не повинным чеченским народом, и которые по сегодняшний день продолжают совершать тяжкие военные преступления, массовые убийства, пытки, агрессия, оккупация и геноцид над ни в чем не повинным чеченским народом. Проклятая Российская империя зла, захватив весь народ в заложники, миллионное население, создав концлагерь на территории Чеченской Республики Ичкерия, совершает такие тяжкие военные преступления массового убийства перед глазами мирового сообщества, нарушая все нормы, принятые международным законом прав человека, чувствуя безнаказанность российской проклятой империи зла, преступные войска совершают и продолжают эти тяжкие военные преступления. Вот уже более 400 лет чеченский народ, вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия, воюет против Российской империи зла, стоя на первом рубеже, защищая свободу и независимость Чеченской Республики Ичкерия, защищая свободу и независимость всего мирового сообщества, а также международные законы и права человека, принятые международным мировым сообществом, которые должны были вместе всем миром, мировым сообществом защищать принятые самим международные законы и права человека, сегодня чеченские народы, вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия в одиночестве, стоя на передовом рубеже против этой Российской империи зла, защищают и воюют против вот этой страшной, жестокой, коварной империи зла. Все лидеры Чеченской Республики Ичкерия обращались, заявляли мировому сообществу, что это не остановится проклятая Российская империя над чеченским народом, что рано или поздно перекинется на другие народы. Мы сегодня защищаем свободу и независимость мирового сообщества, международные законы, права человека, чтобы не перекинулось на другие народы, чтобы эти народы не были убиты массовыми убийствами, пытками, геноцидом, и чтобы их старики, женщины, дети не были уничтожены, применяя страшные, запрещенные все виды оружия, которые находятся в руках Российской империи зла. Но весь мир молча глядел на убийство и на страшное военное преступление над ни в чем не повинным чеченским народом, которые совершали и совершают по сегодняшний день Российская проклятая империя зла. И это перекинулось, как мы сегодня видим, на территории Украины. Сегодня эта проклятая Российская империя зла напали на ни в чем не повинный украинский народ, уничтожает массовыми убийствами, пытками, геноцидом, продолжает проливать кровь. И будет это продолжаться над другими народами до тех пор, пока весь мир не опомнится
пока весь мир не объединится и не защитит международные законы и права человека и не привлекет к уголовной ответственности всех военных преступников, которые сегодня совершают кровопролитие, геноцид, массовое убийство над нашим миром. Я хочу поблагодарить президента Украины Зеленского, что он напомнил мировому сообществу о страшной трагедии, которые совершали и совершают по сегодняшний день над ни в чем не повинным чеченским народом, где было убито около 350 тысяч мирных граждан, стариков, женщин, детей, где было от полученных ран ставшими инвалидами около 500 тысяч мирных граждан, стариков, женщин, детей, ставшими инвалидами без рук, без ног, с тяжелыми полученными ранениями, которые погибают по сегодняшний день, умирают. И весь мир молчит, закрыв глаза. Миллионное население сегодня в кровопролитии, изранено, в пытках, в концлагере, в заложниках. Террористическим путем это проклятое государство совершает террористические акты, захватив все школы тысячами на территории Чеченской Республики Ичкерия вместе с детьми, все детские сады тысячами, все больницы тысячами зданий вместе с людьми. Весь народ, вся территория сегодня заложников. Это террористический акт, который бездоказанно перед глазами мирового сообщества продолжает совершать проклятая Российская империя зла. Это молчание тех лидеров стран, которые сегодня, видя нарушение всех норм международных законов прав человека, они таким образом сами становятся такими же преступниками и помогают в дальнейшем совершать такие преступления. Их будут таким же образом, их потомки привлекать к уголовному ответственности за то, что сегодня, когда уничтожалось целые народы, когда происходило такая страшная кровопролитие, беззаконие, массовые убийства, пытки, геноцид над народами угнетенными. И молча сегодня они давали это возможность совершать преступления, они будут обязательно привлечены к уголовному ответственности вместе с этой Российской империей зла, которые совершали и совершают это преступление. И по всей строгости понесут ответственность перед мировым сообществом. Сегодня эта страшная трагедия перекинулась над ни в чем не повинным украинским народом, совершает это преступление. Массовое убийство, пытки, геноцид. Применяет страшные, запрещенные все виды оружия, которые имеют они вооружение, стирает земли города вместе с мирными гражданами, стариками, женщинами, детьми. Тысячами каждый день погибают ни в чем не повинные украинские мирные граждане. Опять весь мир сегодня старается заморозить этот конфликт, чтобы я всей ответственности заявляю всему миру, если сегодня не поставит и не точку вот этой, и не остановит эту проклятую Российскую империю зла, трагедия будет еще больше. И массовые убийства, и все то, что сегодня совершает бездоказанно Российская империя зла, будет продолжать совершать это
и над другими ни в чем не повинным народом еще больше и страшнее. И поэтому мы сегодня должны все вместе, мировое сообщество, остановить это зло. И должны понять, что это не просто война между Россией или Чечней, или между Россией и Украиной. Это война между добром и злом. Это проклятая Российская империя. Это зло мы должны вместе остановить, чтобы никогда больше нашему мировому сообществу, нашему миру, нашим потомкам не угрожало. И не были те слезы, и не были страдания массового убийства, и чтобы не убывали, и чтобы не похищали, и чтобы не были пытки над стариками, женщинами, детей мирового нашего сообщества. И я надеюсь, что мировое сообщество хватит смелости, сил, храбрости для того, чтобы мы навечно остановили и уничтожили это зло, чтобы дальше наши потомки жили в братстве, в мире, согласии, дружбе, в развитии, и чтобы в конце концов мир наш процветал в добре и в счастье. Я хочу сказать президенту Украины, а также украинскому народу, что весь чеченский народ и вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия поддерживают украинский народ в сопротивлении. Мы с вами будем стоять до конца, и мы обязательно победим эту проклятую Российскую империю зла, и обязательно наступит мир на нашем священном святом земле, нашем мире. Желаю всему мировому сообществу мира и добра, а также счастья и совместно великой победы над этой преступной империей зла. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вся хвала Всевышнему Аллаху, Аллаху Акбар.